Между тем, ранее глава Якутии посетил Нерюнгринский район. Цель визита – торжественное открытие первой обогатительной фабрики на Инаглинском ГОКе. Его открыла компания «Колмар», которая быстрыми темпами развивает свое производство и строит грандиозные планы на будущее. Подробности в материале наших корреспондентов. Еще 1,5 года назад простой обыватель не поверил бы, что за такой короткий срок времени можно возвести целый горно-обогатительный комплекс по добыче угля. Прогресс, он действительно удивительный, потому что всего 3 месяца назад я первый раз здесь был в марте, и за это время прогресс очевиден, уже работает фабрика, уже загружаются вагоны, построена часовня, которая сегодня была освещена. В период с ноября 2014 года по настоящее время на месторождении коксующихся углей Инаглинская была построена вся необходимая инфраструктура. Подведена железная дорога, а теперь еще и запущена обогатительная фабрика. Мощность фабрики Инаглинская 1–2 миллиона тонн угля в год. А общая перспектива Инаглинского месторождения со строительством и вводом в эксплуатацию еще 2 обогатительных фабрик составит 14 миллионов тонн угля в год. Мы еще полгода назад подобрали людей. Они участвовали в строительстве обогатительной фабрики, в монтаже технологического оборудования. Они проходили обучение на аналогичных фабриках. Поэтому это уже сформировалась команда, которая в состоянии была довести и запустить фабрику в кратчайшие сроки. Компания «Колмар» уже не в первый раз решает сложные задачи, ставя себе минимальные сроки, чем заслуживает самую высокую оценку. «Колмар» сегодня это развивающееся при всех определенных сложностях предприятие, которое при том еще решает и другие задачи создания новых рабочих мест, особенно в условиях Нерюнгринского района, Южной Якутии. Для нас это все-таки является примером. В ходе визита в Нерюнгри глава республики Егор Борисов также провел закрытое совещание в холдинговой компании «Якутуголь» и посетил объекты строительства многоквартирных домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Я доволен то, что сегодня нерюнгринское руководство, непосредственно и те или иные предприятия, которые участвуют, они работают полным ходом и пока до конца не вошли в график, но реальные условия есть. Программа пребывания правительственной делегации в Нерюнгринском районе закончилась торжественным мероприятием в конференц-зале на месторождении Денисовская компании «Колмар», где еще раз были подведены итоги и прозвучали теплые речи поздравлений со стороны правительственной делегации, партнеров компании и гостей. Галина Якимчак, Семен Амосов, Вадим Барашков, НВК «Саха», Нерюнгри.